Многие спрашивают, зачем я оставляю веник в двери. Потому что сейчас в данный момент никого дома нету. Все ушли. И я тоже вышел на прогулку. Тут у меня калина, смотрите. Не знаю, приживется, нет. Корни будут, нет, если что, пересажу, новый кустик будет. Сегодня 27 июня. Всем привет. Вот такое утро. Без солнца, дождливое. Хоть чуть-чуть перестал. Сейчас возьму Айду и сходим к речке. Тулан мы не буду брать. Ну, погода, конечно, не ахти. Айда у меня линяет. И мощно я упал тут. Вот это да. Так, Айда. Бессонница. Поскользнулся. Все. Ушла, убежала. Полетела. Опа. Сколько шерсти осталось после нее. Так, Тулан сиди дома. Вот в таких бочках опилки все сжигают, весь мусор. Потому что вывозить некуда. Пошли. Все нюхтит. Наташа забор подправила. На ограде все в порядке, порядок. Все четко. Так, наверное, сегодня сходим к мосту. Посмотрим, в каком состоянии мост. Как-то был комментарий, просили поснимать. Вот такие дела. Когда дождя нету, побродим. Первое, что я хочу сказать, это вот весна была, затопленные дома, вот эти все дома затопленные были, до окон даже у некоторых. И сейчас я видел людей, которые собрались возле сельсовета, и я спрашиваю, что за собрание, что за сборы. Нам, говорит, помощь, предлагают деньги. И можете представить, какую сумму предлагают? Вот, что у них ущерб, дома заливало, там много чего попортило. И за все это государство предлагает 1500 рублей. Так что много не возьмешь. У некоторых дом был залит водой. Пол испортилась, там линолеум, обшивка, печка. Лодочный мотор там, печка. Даже развалилась у некоторых. Так что на 1500 много не наремонтируешь. Вон перевозка. Похороны на сегодня будут тут. Вроде бы да. Будут похороны. Такой средний возраст. Человек умер. Так. Также спрашивают, как перевозят на кладбище людей. Скажем, моста нету, ничего нету. Вот на обычной лодке. Думаю, может, эти люди даже могилу копать пошли. У них родственников много. В принципе, помощи не нуждаются. Да вообще у нас в селе, если что, в таких ситуациях
если кого-то хоронят, если нужна помощь какая-то, обязательно каждый поможет. Это стопудово. В беде не оставлят в таких ситуациях. Ну вот такая картина. Воды вообще не осталось. Вот ради этого и взял Айду. Пусть наслаждается, искупается, вот, мех меняет, блин. Ну, не брызгай меня. Никто мост пока не строит. Что-то всю зиму слухи были, что мост будет, ремонт моста будет для легковых. Ну, ничего пока нету. Стойки уже все скосились. Здесь еще стойки надо ставить. Это трактор сюда нужен. Техника все утонула. Кран, Т4, трелевочные трактора. В прошлом году все в утиль ушли. Все утонуло. Что-то не верится, что в этом году здесь мост будет. Ох, как мне не верится. Желание, в принципе, есть у одного предпринимателя сделать, но также подножки ставят там сверху. Про это я уже как-то рассказывал. А сейчас можно вброд, по колено воды сейчас. Можно вброд ходить. Там остров большой. Вот. Здесь семга будет подниматься, даже спину увидишь. Вообще мелко. Там выше моста вообще мелко. Одним словом, вот такая картина. Айда. Кувыркайся больше, чтобы мех старый ушел из тебя. Так, давайте сходим на свое любимое место возле острова. Там поснимаем еще. О, вон! Как тополиный пух, блин. Немало набралось лодки тут. И да. Ну что, я возле острова. Тут хорошо как-то. Безветренно, обманываю, наоборот ветрено и без комаров. Где-то последний раз, наверное, неделю назад я тут снимал видео немножко. И за эту неделю, что вот сейчас было, я показывал обзор небольшой, делал своего нового автомобиля, который прикупил. И старый автомобиль у меня брали за 110 тысяч. Потом я увидел объявление, мой автомобиль уже продают где-то 160, наверное. Сейчас в данный момент уже перепродают, уже его купили и уже новый продавец продает за 187 тысяч. Вот такие дела. Бизнес такой идет в авто. За 110 я продал. Я не жалею. Я нисколечко не жалею. Этот автомобиль свою работу, свою задачу выполнил. Окупилось все это дело. А вот там, что сейчас, как они перепродают, это чуть-чуть для меня удивительно. И, видать, покупатели находят локомон, козу там. Короче, за 187 тысяч уже продают. Моторная лодка идет.
Лебе! Вот попался сосед на новой лодке, которую он сейчас, в данный момент сейчас сделал. Ну как, едет, идет? А, едет. Ветерок 8 М. Кровопийца этот мотор, блин. С ночевкой ездили. С ночевкой. Киркаткой линнед. Талон. Сегодня. Ага. Ну да, все, но с утра дождь был. А мы ли на уже? Мы ли на уже? Кодяс. Петр Модяс. Это Ягуса? А. Куминара сколько ему? 90 лет. Рыбачи встретили это, рыбака. 90 лет. Не может быть, чтоб на река один. Она не тонет. Купальный сезон открываем. Холодно. Или вы по лопью не смогли подняться, или что? Мелко там. А Киркач волнует? Ага. А сколько километров от Вомшанис? 8 километров от устья, избушка. Ну. Снимаю? Да. Дождя нету. А вода не заходит в лодку? На смолу от тебя штин, да, вода? Ну, нормально тогда. А мыйка нас разбавил, с маслом разбавил, или? Ну и все тогда будет ходить. Наша старушка вот тут лежит. В принципе, все нормально. Все нормально. Мастил не убрали. Как бы эти бревна бывают на костер. Дети берут там, школьники. Я заканчиваю фильм про поход на вторую избу. Осталось еще 2 серии. И в ближайшее время снова я поеду на первую избу. Сегодня, в принципе, должны мне спилить доски на пол, которые буду я ремонтировать первую избу. Там пол буду менять. Ну, буду надеяться, если сегодня спилят, может в ближайшее время я съезжу на первую избу. Здесь такой овраг получилось, блин. Глубоко, оказывается, здесь батько отрыбачит. И метра 80, 2 метра, наверное, глубиной здесь получается овраг. Ну, течением смывает берег вот каждым разом все больше и больше. И здесь вот как будто русло начинается. Вот такой идет. Вот такие дела. А джуджид. Джуджид меша берегись. Берегись. А, да, 2 метра надо. Мыла. Завал.
На. Короче, Коля говорит, сейчас съездили они на свою избу. И ужаснулся, говорит, речку не узнать. Все в заторах также. Вода обмелела. Давно уже не ездил на свою избу. Все избы там, короче, как сказать, все реки начинают там из-за мусора закрывается, скоро проезда не будет. Вот здесь такой тоже овраг. Берег каждым разом здесь раньше дорога была, вот к забору осталось уже буквально 3 метра. Вот, течение смывает этот берег. Это уже опасная картина. А еще в этом виноват этот остров. Остров выше становится, и течением вот сюда бьет, короче, все смывает. Там маленькая избушка. Я привозил сюда горбыль. Гали нету, чтобы показать, обзор сделать. Для малышей они сделали такой маленький домик, чтобы они играли там. Они уехали сейчас в город. Это не очень хорошая картина, вон. Видели, как берег уходит. Воды не осталось. Чайки. Чайки, они кричат, потому что у них птенцы вон там, в кустах. Это 100%. Shumatten perje? Shumatten perje? Bila, вообще? A ty jen vykajdeš můj? Egna. A tu čekáš, když ten vojka? Kare? Хорошо, Да. это было брать. Лах, пошли. Я еще собираюсь за берестой. А Коля говорит уже, что береста уже, не отходит от березы. Так что, возможно, что но надо сходить все равно, проверить. Деревья разные, где-то раньше отходит, где-то позже. Короче, направляюсь обратно уже домой. В принципе, показал. Сегодня чуть-чуть теплее, но дожди. Завтра также дожди, наверное, будут кратковременные. Погода не радует. Где-то неделя, наверное, жаркая, слишком жаркая погода была, потом дождик пошел, и с этого дня вот все время дожди, и очень холодный ветер у нас. Сын там в Питере там говорит, что жарко, 25-30 градусов, а у нас пока прохладно. Мост пока не строят. Сегодня будут похороны. Рождаемости в селе нету. Хоронят людей каждый месяц, может через месяц. Но в селе людей меньше становится, не прибавляется. Как и по всей стране, думаю. Очень много травы. Сейчас скотину не держат. Раньше за каждый кусок земли, как бы, кто успел, скосил. А сейчас этой травы все зарастает.
Короче, я еще хотел что-то рассказать, но вообще из головы вылетело. Думаю, это я расскажу в другой раз. На сегодня все. Ока, поспать. Лак. Айда. Лак. Пошли. Лак. Пер. Места. Лак. Давай, места, лак. Блин, вон, все. Все, тормоз. Так, сейчас, Тулан, я отпущу тебя. Ну вот, а Тулан так будет гулять. Тула. Такая прогулка у них. Картошку надо окучивать. Картошка созревает. Еще пару дней и все. Будем работать на огороде. Там еще в рост хорошо пошла картошка. Это уже время окучивать тут. Также с картошкой всегда сажаем горох. 2 в 1 вообще. На огороде 2 урожая получаем. Наслаждаемся молодым горохом. Да. Как сказать. Созревает. Ну и картошка еще урожай. Сейчас, если теплые дни пойдут, картошка будет, ну, в рост пойдет нормально. Я уже отчаивался, что картошки что-то приостанавливался в рост. Но сейчас пока жаловаться не буду. Все нормально. Только мелкие культуры, вот. Морковь практически вообще ничего нету. Укроп, кабачки еле-еле. Но лук более-менее еще. Это хозяйство у жены. Она за всем этим следит, ухаживает. Салат там 3 ряда. Ну, салат немножко мы употребляем. Так, клубника, чеснок, огурцы. И еще надо проверить мне скважину, что-то обратный клапан где-то, наверное, видимо, не держит воду, потому что ночью насос 1 раз включается. Где-то вода выходит. Ну, надо открыть крышку, там проверить. Здесь у меня как бы переход. Если там не течет, значит обратный клапан. 2 слабых места. А в доме там все нормально. Ну, примерно так, ребят. Всем спасибо, кто со мной, кто смотрит мои фильмы. На этом буду заканчивать. Смотрите дальше мои сериалы. На сегодня все.